В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Превышение должностных полномочий. Против сотрудников СГБ возбуждено уголовное дело. Заключительная поездка в Алабугу. Завершился рабочий визит президента в Татарстан. Бизнесмены готовы к сотрудничеству. ТПП Абхазии подвела итоги поездки в Нижний Новгород. Военная прокуратура Республики Абхазия возбудила уголовное дело в отношении оперативных сотрудников службы госбезопасности за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Речь идет о нанесении побоев жителю города Сухум Астамуру Герхелия в субботу 25 июля вечером. Этот факт получил большой общественный резонанс. Президент Рауль Хаджимба практически сразу после приезда из Татарстана провел совещание с секретарем Совбеза Абхазии. Ход расследования взял под личный контроль генеральный прокурор. Репортаж Налы Мукба. Камера видеонаблюдения у аптеки «Лекарь» по улице Эшба вечером 25 июля запечатлела момент избиения. Несколько человек, как оказалось позднее, сотрудников службы госбезопасности, избили жителя столицы Астамура Герхелия. С битами в руках на глазах у прохожих, не имея каких-либо правовых оснований, они нанесли побои молодому человеку. Насильственным образом его доставили в столичное УВД. Оттуда позднее из-за неправомерности задержания он был освобожден. Никаких законных оснований у них не было. Это были действия, никак не связанные со служебными полномочиями этих сотрудников. Это были личные вопросы. По факту избиения Астамура Герхелия в отношении оперативных сотрудников СГБ военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 288 части 3 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». Следствие располагает данными, что этому инциденту предшествовали другие незаконные действия этих же оперативных сотрудников в отношении родственника Астамура Герхелия. Следствие продолжается. В самое ближайшее время все лица, причастные к этому преступлению, им будут предъявлены обвинения и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. О ситуации было доложено президенту. Рауль Хаджимба в связи с этим провел экстренное совещание с секретарем Совета Безопасности. Глава государства потребовал разобраться в ситуации и наказать виновных в соответствии с законом. Контроль за исполнением данных им поручений президент возложил на секретаря Совбеза Мухаммада Килба. Данные действия, они ничем не оправданы со стороны представителей правоохранительных структур, в частности СГБ. Правовые действия будут в полном объеме применены. Все процессуальные действия. Им придется объясняться, обосновывать свои действия перед законом в лице следственных органов. Жестко должно это пресекаться. Что касается сотрудников СГБ, причастных к инциденту, сегодня на работу и допрос они не явились. Между тем, потерпевший Астамур Герхелия и его родственники отказываются сотрудничать со следствием. Как сообщил генпрокурор Алексей Ломия, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств. Нала Мукба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Завершился рабочий визит Рауля Хаджимба в Татарстан. В последний день визита президент Абхазии посетил особую экономическую зону Алабуга, крупную площадку для инвесторов, занятых в производственной сфере. В Алабуге работают такие гиганты, как Форд, Хаят и около 20 других предприятий. Как отметил Рауль Хаджимба, этот опыт интересен для Абхазии, так как у нас в планах создание инвестиционных площадок. Затем делегация Республики Абхазия посетила историко-архитектурный комплекс в городе Свияжск, который был восстановлен под патронажем первого президента Татарстана Ментимира Шаймиева и превратился в один из важных центров притяжения для туристов. Рауль Хаджимба отметил, что в Абхазии очень много памятников истории, которые, к сожалению, мало известны туристам, особенно в восточной части Абхазии, и опыт возрождения Свияжска вполне применим для нашей республики. В ходе посещения Сабинского муниципального района президент и члены делегации побывали на крупном роботизированном животноводческом комплексе. Наш корреспондент Сима Аргун, сопровождавшая президента в рабочей поездке в Татарстан, подготовила расширенный репортаж о визите Рауля Хаджимба, который мы предложим вашему вниманию сразу после новостей.
В Комитете Народного собрания по правовой политике, государственному строительству и правам человека состоялось расширенное заседание. В нем приняли участие спикер Валерий Бганба, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, министр внутренних дел Беслан Хагва, уполномоченный по правам человека при президенте Георгий Оторба и другие приглашенные лица. Были обсуждены несколько вопросов, в их числе об избрании кандидата на должность председателя Верховного суда и на должность судьи Верховного суда Абхазии. Члены комитета посчитали возможным поддержать предложение президента избрать на должность председателя Верховного суда Зураба Агума и на должность судьи Верховного суда Оксану Пилия, сообщает пресс-секретарь Народного собрания. Вопросы торгово-экономического и культурного сотрудничества обсуждались на круглом столе представителями ТПП Абхазии и Нижегородской области. Делегация Абхазии презентовала инвестиционный потенциал нашей страны. Основной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства и туризма. О том, как прошел рабочий визит в Нижегородскую область, президент ТПП Абхазии Геннадий Гагуля и другие члены делегации рассказали журналистам. Репортаж Асиды Малия. На круглом столе был презентован инвестиционный потенциал Абхазии. Несмотря на то, что договор о сотрудничестве между Нижегородской областью и Абхазией был подписан еще в 2007 году, этот визит стал первым. В выступлении своем вице-губернатор тонко подчеркнул, что товарооборот между Абхазией и Нижегородской областью всего лишь около 100 миллионов, а это для Нижегородской области, который сегодня входит в десятку лучших регионов России и считается одним из развитых районов территории Российской Федерации, настолько эта цифра ничтожно мала. Об актуальных вопросах взаимодействия Нижегородской области и Абхазии шла речь на круглом столе. Во встрече участвовали представители органов исполнительной власти и деловых кругов области. Особый интерес был прикован и к возможностям республики в сфере сельского хозяйства. Они говорили как об очень важной сфере. Вместе с тем речь шла и о перспективах поставки овощной и фруктовой продукции. Мы говорили о тех объемах, которые мы сегодня вывозим в Россию. Это цитрусы в первую очередь. Мы говорили также, что начинаем сейчас строить завод по фасовке и очистке меда. Меда у нас в республике более 800 тонн за год производим. Один из основных вопросов был, конечно, то, что у нас сегодня не работает перерабатывающая отрасль, то есть нет у нас консервных заводов. И мы рассматривали этот вопрос, который был для них тоже очень интересен, в том, что если, допустим, будет происходить поставка плодов, и в то же время то, что мы будем перерабатывать, одновременно поставлять в их регион. Абхазия как рекреационная зона весьма интересна жителям Нижегородской области. Это подтверждают и данные пограничной службы Российской Федерации. По статистике, из 1,5 миллиона российских туристов, посетивших Абхазию, 300 тысяч – нижегородцы. По словам Астамура Ахба, детально обсуждались и некоторые вопросы сотрудничества в курортной сфере. Основной задачей, основной целью было встретиться с руководителями промышленных предприятий, так как на сегодняшнее время уже практикуется корпоративный отдых. Мы предлагали, чтобы эти руководители напрямую работали с нашими объектами, размещениями, также с турфирмами, которые работают в Республике Абхазия. Также представители туристских информационных центров предложили свои услуги по размещению рекламы курортов Абхазии. В туристских информационных центрах люди могут обращаться и получать информацию. Также со стороны представителей СМИ нам сделали предложение, но когда они определятся, мы в ближайшее время будем их встречать. То есть устроим пресс-тур. Большой интерес к Абхазии проявили и в деловых сообществах Нижегородской области. Состоялась встреча с заместителем губернатора Нижегородской области Евгением Люлиным, министром промышленности, торговли и предпринимательства Александром Макаровым, министром сельского хозяйства Алексеем Морозовым. Основной темой обсуждения стало взаимодействие сторон в области сельского хозяйства. Также с делегацией из Абхазии встретился мэр города Арзамас Михаил Бузин. В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества Республики Абхазия с Арзамасом,
славящимся высоко развитой инфраструктурой. Интерес к Абхазии проявили представители бизнес-сообщества Арзамаса. Предметно обсудили возможности бизнеса между сторонами. Геннадий Гагули отметил, что встречи прошли на высоком уровне. Вместе с тем, количество озвученных предложений в сфере туризма и экономики, по мнению президента ТПП, говорит о неподдельном интересе к дальнейшему сотрудничеству с нашей страной. Асида Мали, Акоп Кущан, Абхазское телевидение. Сегодня исполнилось бы 50 лет поэтессе Саиде Делба. Она родилась в Творчале, выпускница 5-й средней школы. Саида в 1989 году окончила АГУ. Первые стихи Саиды Делба были опубликованы в журнале «Алашара». В ее творчестве преобладала гражданская лирика. Саида через строки передавала свои переживания и рассуждения о том, что происходит вокруг и внутри нее. Работала в школе, была редактором газеты «Аубла», выходившей в Гудауте. Участвовала в Отечественной войне народа Абхазии. Погибла 30 ноября 1992 года. Посмертно награждена орденом Леона. Сегодня в нашей программе смотрите передачу «Памяти Саиды Делба». Министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 31 июля. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 часов вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать видео «Вопрос министру». Итак, в эту пятницу, 31 июля, гость студии министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 58 рублей 78 копеек, евро 65 рублей 8 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 22-24, днем плюс 30-32 градуса. Температура морской воды плюс 26 градусов. По Сухому переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 23, днем плюс 31 градус. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.